Чувашском госуниверситете состоялось ток-шоу «Год на передовой». В нем приняли участие студенты-медики, работающие с ковидными больными. 607 молодых парней и девушек трудились в стационарах, куда госпитализировали зараженных коронавирусом, чтобы работать в качестве младшего и среднего медперсонала, а также фельдшеров. Большая часть студентов прошла специальные курсы. Более 70 человек пожелали вступить в ряды волонтеров. В красной зоне студенты-медики работали наравне с опытными коллегами. В основном ребята трудились в вечерние и ночные смены. Несмотря на то, что сегодня ковидные клиники переводятся в обычный режим, около 70 студентов продолжают помогать больным. На работе, получается, сказали, вот будем работать с ковидными. Многие боялись сначала. Я сказал, я не боюсь, я готов. С первых дней был согласен идти работать. Я не боялся заболеть, не переживал. И это такой бесценный опыт я получил для себя. В лечении, в уходе, в общении с людьми также. Первые 2 месяца было очень тяжело освоиться. Это все как-то морально давило, но при этом сотрудники, медицинские сестры, врачи, также санитарки, то есть младший медицинский персонал помогали мне в этом. Приходя после смены, как будто тяжесть на спине, и это все как с плеч уходило, когда я чувствовал поддержку со стороны родителей в первую очередь. Ректор ЧГУ Андрей Александров рассказал, что на базе университета еще 5 лет назад была создана масштабная учебная база, где студенты-медики могут отработать навыки лечения пациентов на специальных аппаратах. Этот симуляционный центр не пустовал и во время пандемии. Студентов малыми группами обучали основам терапии. Впрочем, отметили во время ток-шоу, в прошлом году каждый внес свой вклад в борьбу с новым вирусом. Партия «Единая Россия» взяла на себя часть организационных работ по выстраиванию взаимодействия между волонтерами, медучреждениями и людьми, которые находились на самоизоляции дома. Движение добровольцев планирует поддерживать и дальше. В свою очередь, студенты, работающие на передовой, от партии получили благодарности и подарки. В силу своей работы достаточно много встречаюсь с молодежью. И сейчас я вижу абсолютно осознанные глаза, и в этих глазах доброта, участие, ум и, конечно, четкое понимание своего призвания в жизни.